Год семьи в России, насколько семейный у нас Татарстан. Награды под Новый год, репортаж моих коллег из зоны специальной военной операции на Донбассе. Александр Большунов, Елена Вяльби и Вероника Степанова – звезды российского и мирового лыжного спорта в Казани. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурдин. Смотрите сегодня. Семья – это смысл жизни, который человека по лестнице ведет наверх. Мы женаты 5 лет, и мы счастливы. К традиционным семейным ценностям. Семейный Татарстан. Статистика и тренды. Это не из-за погоды. Это просто люди так обучены вождению. Люди едут, скажем так, как будто снега нет. Аварийные новогодние каникулы. Что происходит на татарстанских дорогах, что делать и кто виноват. Я знаю, что это нужно для республики, чем я занимаюсь, для больных пациентов. Как проводники работаем. Из одного мира в другой провожаем пациентов. Это, конечно, психологически трудно. Дело жизни Владимира Вавилова. Второй хоспис построен, но почему не могут оказывать помощь тем, кто в этом так нуждается? Еще раз хочется сказать, с Новым годом, со старым Новым годом. А 2024, как известно, объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. Именно так, с большой буквы. Семья становится не просто ячейкой общества, как говорили раньше, а ее оплотом, крепостью, фактором стабильности. Цель объявленного года – сохранить и защитить традиционные ценности, а в средней и долгосрочной перспективе улучшить демографические показатели. Как сказал наш президент, на этой неделе радует то, что становится модным иметь много детей. В какой-то мере это действительно так. И в Татарстане мы видим, что 2-3 детей в семьях – это норма. По результатам исследований Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, абсолютное большинство жителей республики, 70%, считают задачу воспитания детей наиболее важной в своей жизни. Для 45% опрошенных семья и дети являются критерием собственной успешности. Количество разводов на 1000 браков в Татарстане самое низкое среди регионов Приволжского федерального округа. Но опять же, на 1000 зарегистрированных семей приходится более 500 разводов. Татьяна Тимошенко выясняла, что же в составе крепкого фундамента татарстанской семьи, как фундамента общества. Мы женаты 5 лет, и мы счастливы. Чтобы вот так спокойно и ясно, открыто сказать такие простые, но очень личные слова, наверное, обращают внимание на главные приоритеты текущего времени. Семья объявлена не только высшей ценностью, основой общества, но еще и духовным явлением. И эти слова, сказанные президентом страны, так точно откликаются на детской площадке. Взаимопонимание, в доверии, в любви, в воспитании. Воспитании не только детей, но и воспитании самих себя, ответственности, важности понимания, важности статуса семьи. Тема родительства – одна из главных в этом году. А вторую половинку мне. Кидать? Ой. Если у нас с папой. Проблемы демографии в центре внимания последние годы, и влияние их уже видится на экономическом уровне. Кадровый голод, изменения на рынке труда, в целом же в перспективе отражение на развитии экономики и безопасности страны. Коэффициент рождаемости, показатель того, сколько одна женщина в среднем родила бы за весь репродуктивный период, в России и Татарстане примерно одинаков – 1,42. Для сохранения численности должен быть 2,1. Это вопрос, который всегда находится в поле зрения государства. И с учетом того, что мы сегодня находимся как государство в демографической яме, очень много неполных семей, очень много бракоразводных процессов. Слава богу, Татарстан в этом плане показывает хорошие результаты. И регионы, посмотрите, другие, там другая статистика. Ну и больше, конечно, надо показывать хороших примеров. В каждом регионе есть. И тем более в Татарстане точно таких примеров очень много. Достойных, многодетные семьи, прекрасные семьи. Они должны быть ориентирами.
За 10 лет число многодетных семей в республике действительно выросло в 2 раза. Этот статус у 50 200 семей. В мерах поддержки 6 федеральных и 55 республиканских, но все равно доля молодежи в обществе такова, что очередной бэби-бум не приходится ждать до 2030-х годов. Но самое главное, что мне, например, по сердцу и по душе, выступление Владимира Владимировича на Всемирном русском народном соборе, когда он сказал, что в принципе должны быть жизненно важные нравственные ориентиры для развития демографии, а не только выплаты. Выплаты – это хорошо, это здорово, это прекрасно, но все-таки духовность, возрождение истории наших семейных традиций, все, что нам с вами дорого, духовные скрепы, это как раз и есть тот контекст, в рамках которого мы все работаем. Мы все-таки за то, чтобы государственная политика, которая сейчас имеет очень яркий семейно ориентированный окрас, чтобы она все-таки меры своей поддержки еще больше увеличила. При этом я хочу сказать, что те, кто говорит, что откладывает рождение ребенка на неопределенное время из-за того, что доход его не такой желанный, какой мог бы быть затрачен, это все причины косвенные, за которыми скрываются либо отсутствие брачного партнера и, соответственно, невозможность родить ребенка. Во-вторых, это несогласованность со своим супругом или супругой, это может быть и мужчина, и женщина, как раз-таки в готовности к рождению ребенка. По данным соцопроса Центра семьи и демографии, желание родить ребенка в ближайшее время как причину заключения брака назвали 26% опрошенных. Достичь взросления 36%, иметь постоянного партнера столько же. И подавляющее большинство, 75%, назвали любовь главной целью создания семьи. Брак должен быть зарегистрирован, так считают 34% респондентов. Из распространенных установок о семье лидирует и то, что мужчина должен заниматься бытом 40%, в то же время сохранять семью с нелюбимым человеком, даже ради детей не готовы 42% опрошенных. Но то, что развод – это норма, считает только четверть татарстанцев. В первую очередь, конечно, не слышат друг друга. Это самая главная причина в многих семьях, когда люди не слушают и не слышат друг друга. Вторая причина, скажем так, отсутствие интимных отношений, это тоже один из важных моментов, да, и либо у кого-то из супругов они присутствуют, но не в семье, да, на стороне. То есть это тоже надо учитывать. Учитывать надо то, что нет эмоциональных каких-то контактов, нету каких-то традиций, которые в семье должны быть. Элементарно даже вот вместе поужинать за столом. То есть это должно быть как правило. Способность любить и сохранять долговременные отношения психологи называют одним из признаков ментального здоровья человека, несмотря на кризисы, внешние и внутренние. Семейные отношения можно сравнить как с механизмом часов. Прежде чем завести часы, мы же должны установить правильно время, настроить. И не факт же, что они будут работать у нас постоянно. Да? За ними надо ухаживать, подкручивать, там, батарейку поменять, еще что-то. В семье то же самое. То есть вот на начальном пути нужно распределить, кто за что в семье вообще в быту отвечает. И не останавливаться на этом. То есть над отношениями нужно всегда и постоянно работать. Я стал очень расчетливый. Я стал очень сильно ответственный. Я начал изучать вопросы вот именно воспитания. Смотрел на свой опыт, как воспитывали меня в свое время, что я могу положительного передать своему ребенку. И когда ты сам становишься мужем и отцом, соответственно, ты становишься частью этого всего. Да, частью вот этого сообщества семейного. Этого невозможно понять и воспринять, пока ты сам не окажешься на этой стороне. Давай бросать снег наверх. Если семья – основа государства, то счастливая семья – фундамент личного, индивидуального счастья, который не разбить в быту. Бывает ситуация, когда вы друг к другу притираетесь, когда происходят ссоры, но мы стараемся всегда найти компромисс друг между другом, тем более у нас есть маленькая дочка, и мы стараемся не только ради себя, но ради нее, чтобы она росла
в здоровой семье, чтобы она видела пример того, как мы умеем решать конфликты друг между другом. И тогда мы надеемся, что ее будущая семья будет такой же здоровой, как и наша. И еще немного цифр. 70% татарстанцев назвали цель воспитания детей наиболее важной в жизни, а семью – критерием собственной успешности, что подтверждает и экономическая наука на стыке с психологией. У человека с рождением ребенка появляется стимул для того, чтобы расширить жилплощадь, да, взять ипотеку, но при этом есть стремление карьерного роста. То есть вообще семья – это смысл жизни, который человека по лестнице ведет наверх, но никак не вниз. Большинство тех, кто создает семью, конечно, готовится к тому, что это будет забег длиною в жизнь, ориентируясь только на свои ценности в жизни и преодолевая свои препятствия, большие и малые. Год семьи же обещает не только мероприятия, повышающие статус семьи и общее отношение к институту брака, но и выработать единые для регионов знаменатели в статусе многодетных семей. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Мы часто повторяем эти порой набившие оскомину фразы. Традиционные ценности, семейные устои. Говорим, что их нужно защищать, хранить. А от кого защищать? Зачем хранить? Кое-кто наверняка снисходительно улыбнется, услышав многим знакомые еще с советских времен выражение «тлетворное влияние Запада». Но разве мы его не наблюдаем сейчас? Разве не видим этот противоречивый мир в самой России, эти параллельные вселенные? С одной стороны, миллионы рублей, надетые на пятую точку во время голой вечеринки так называемых звезд российского шоу-бизнеса и обстрел мирных кварталов Донецка в новогоднюю ночь. Невообразимые по размаху кутежи с фейерверками, не всегда уместными развлечениями и нескончаемые караваны шефской помощи нашим бойцам, даже в праздники. Можно найти немало и других примеров контраста. Один из военнослужащих, призванных из Татарстана в рамках частичной мобилизации, посетовал в интервью нашим журналистам, что для многих земляков специальная военная операция ограничивается сообщениями в новостях. Что ж, не будем никого осуждать, пусть каждый просто задумается. Наверняка это даже хорошо, что мы здесь не ощущаем того, с чем каждый день сталкиваются наши ребята в зоне специальной военной операции. Для того она, по большому счету, и была начата. Чтобы не развязать, а напротив завершить военный конфликт, обеспечить нашу безопасность. Именно с такими мыслями ушли добровольно или по мобилизации многие ныне военнослужащие, с которыми в очередной раз в зоне проведения специальной военной операции встретились Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов. — 995? Нифига себе. А что, прям по номеру? Ну да. Это документы по номеру прописаны. Первые 1000 медалей ордена за заслуги перед Республикой Татарстан вручены. Военнослужащие всегда рады видеть своих земляков вдали от малой родины. Тем более, когда там оценивают их заслуги здесь. Смотри, вообще курс сорвал. 3 девятки. Несколько минут, чтобы полюбоваться новыми наградами и потом спрятать их. Увезти домой во время отпуска, чтобы после победы надеть парадный китель со всеми орденами и медалями. Бойцы этого мотострелкового полка, сформированного из мобилизованных, побывали в Луганской Народной Республике, затем передислоцировались в Донецкую Республику, на Авдеевское направление. Самое яркое, что ты порой попадаешь в ситуации, в которых никогда бы не оказался в принципе, даже представить себе этого не можешь. И самое любопытное наблюдать за тем, как ты из этого выходишь, как ты с этим работаешь, как ведут себя люди. Это фильм только вживую. Такой честно, настоящий, откровенно, такой по телевизору никогда не покажут. Позывной «Капрал», бывший менеджер по продажам из Альметьевска, получил во время подготовки в Казанском танковом училище. И награда не первая. За воинскую доблесть 2-й степени недавно совсем получил медаль за отвагу, и данная награда 3-я. Первая — это мы работали в населенном пункте Нововодяное, Луганская Народная Республика. В данный момент это как раз Авдеевское направление. И обе награды так совпали именно на Авдеевском направлении. Остается задача выполняется, потом начинает награждать личный состав. Вот повезло одним из первых быть. Осознание того, что дома у тебя сидит настоящее сокровище, его нужно беречь, никак иначе. Ну и ценность собственной жизни, конечно. Ценность жизни товарищей. Боль от утраты товарищей, к сожалению, но без этого никак. Но все это стало неотъемлемой частью нашего быта. Это наша работа на данный момент.
Коллега по работе, теперь однополчанин, с которым вместе были призваны в рамках частичной мобилизации и служат вместе, тоже награждается не впервые. Награда вторая. Первая за храбрость второй степени. Медаль. За выполнение боевых задач под населенным пунктом Нововодяное. Ну, что-то такое, что вот втерлось в памяти и уже никогда не сотрешь. Погибший товарищ. Как мы от этих дронов камикадзе прятались, уворачивались. Вот. Но все-таки меня настигли все равно. Машину мне взорвали. Вот. Ну, мы ее восстановили, и все нормально. Сейчас ездим дальше на восстановленной машине. Мы стали более мужественными, все ребята, кто со мной вот служит. Вот. Ну, все себя показывают по-разному, но есть люди, которые показали себя достойно. Мужество земляков не давало покоя и решил подписать контракт еще один представитель Альметьевска с позывным «Бонд». С июня 2023-го тоже успел побывать и на полях Луганской республики и переехать на Авдеевское направление Донецкой республики. Должность водитель. Смотришь уже не вправо, не влево, даже не вперед, а смотришь просто вверх. И по слуху уж. Если какая-то птичка уже, сразу понимаешь, что нужно делать. Все быстро надо делать, все реагировать и запоминать дорогу. Даже приходилось ночью без фар кататься, под луной, без луны, в тумане. Потому что если фары включишь, тебя заметят, можно сказать. Это как-то небезопасно очень. Дорогу мы уже запоминаем, водители. Она уже все повороты, все ямы, все это мы уже изучаем, все видим и воспринимаем как дорога жизни. Просто без нее никак. Влево-вправо идешь, все заминировано. И уже успел получить медаль за отвагу и государственную награду от родной республики. Не жалею, что сюда приехал к своим ребятам. Дняром мы работаем в одном коллективе, в Татнефтегазпереработке, с одного цеха, даже, можно сказать, с одной бригады. Он мобилизованный, я контрактник. Что сподвигло, почему так решил? Как-то не знаю, может, дома обыденно стал, или как-то то, что люди тут находятся, а я там, как-то У каждого своя должна быть голова на плечах. Я подумал, зачем это мне нужно, значит, к этому я пришел. Решил, что пользы будет больше здесь. Да, чем там. Этот бронеавтомобиль, в котором мы общаемся с Бондом, тоже подарок с малой родины, татарстанского же производства. Здесь чувствуют поддержку республики, но не все еще. В Татарстане, говорят, понимают, что именно здесь происходит. Во время отпуска в Казани было такое ощущение. Во всех магазинах, больших торговых центрах играет Jingle Bells, Merry Christmas и прочее. Войны дома нет ни у кого, кроме меня, кроме моих ребят, кроме моих коллег. Побеждать нужно, мы обязаны победить. Мы ж своим детям не хотим это оставить. Детям, внукам. Это наши люди. Это мы с вами. Сегодня здесь, завтра у нас может быть. Под своим балконом, я думаю, никто не хочет копать окоп или блиндаж делать. А тем, кто знает и понимает, для чего мы здесь, наши ребята всегда с удовольствием передают благодарность и лучшие пожелания с уверенностью в будущем, получая из Татарстана как материальную, так и моральную поддержку. Можно землякам полностью привет передать. От личного состава полка 1232. Больше, конечно, от уроженцев города Альметьевск. Передаем большой, огромный привет всем. Мы живем, мы работаем, все будет хорошо. Отдельно, конечно, привет своим родителям, можно и так тоже сделать. И подруге, она, в принципе, поймет, кому передают. А в остальном все, побед за нами, никто кроме нас. Мам, пап, привет. Абике тоже большой салям. Все, кто меня узнал, всем привет большой. Скоро победим, потому что мы все слажены. У нас тут как семья уже стала, за полгода, как я тут нахожусь, все как родные. Мама, тебе привет, братья, привет. Аяз, Рамис, Азали, вам тоже большой привет. Надо вернуться. Вернуться с победой, конечно. Всегда и во всем. Когда такой так называемой воинской удачи, знаете, когда чуть-чуть не хватает, а раз и помогло, и случилось. Когда осколочек рядом пролетит, когда, соответственно, что-то надо напрячься и сделать, и всегда сил хватает. Когда, соответственно, беда проходит мимо. Поэтому этой самой удачи вам всем желаю. Чтобы все живыми и здоровыми возвратились домой. Выполним задачу с победой.
Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, Александр Ситнов. 7 дней. Донецкая Народная Республика. 17 января в 21:00 на нашем канале смотрите документальный фильм «44-й район» о том, как возрождаются наши подшефные города Лисичанск и Рубежное. Год только начался, сводки ДТП на дорогах все чаще обсуждают СМИ. В республике высокая аварийность на дорогах, и это весьма неожиданно для прошедшего нерабочего периода. Когда все встречали праздники за новогодним столом, на дорогах то и дело разворачивались кровавые драмы. 5 января на трассе Казань-Оренбург в результате столкновения двух автомобилей погибли 2 человека. Уже через 2 дня снова в Бавлинском районе еще одна авария с выходом на встречную полосу. Один из водителей скончался на месте. Смертельные ДТП в январские праздники произошли и в Лениногорском районе, и в Актанышском. За 10 дней с начала года 51 ДТП, 6 человек погибли, 76 получили травмы, с участием детей 7 аварий и смерть одного ребенка. Основной и самой очевидной причиной является погода. Мол, снижение температуры и скольжение на дороге, мокрое покрытие превращается в ледяную гладь, на которой автомобили теряют сцепление. Это значительно увеличивает риск заноса и потери контроля над транспортным средством. Но так ли это на самом деле? Быть может, погода всего лишь следствие, а водители просто недооценивают опасность, а где-то и просто не готовы к ухудшению условий. Куда ведет нас эта дорога безответственности и как следует вести себя за рулем, методы и секреты безопасного вождения узнавала Диляра Юсупова. В России, как известно, 2 беды, но когда одна встречается с другой, это столкновение может оказаться и буквальным, и роковым. Предоставим вам сразу несколько сводок последних дней. 1 человек погиб, 5 пострадали. Массовое ДТП произошло в Бавлинском районе прямо в начале года. На трассе столкнулись сразу 3 автомобиля. От удара пассажирка первой машины скончалась на месте, 5 человек доставили в районную больницу. Следом снова в Бавлинском районе трагически оборвались жизни водителей и пассажирки «Лады Приоры». Легковушку занесло и выбросил на встречный грузовик. Водитель и пассажир автомашины «Приоры» скончались на месте до приезда скорой помощи. А пассажир, который сидел на заднем сиденье, получил телесные повреждения и госпитализирован. Лениногорский район. «Форд» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Водитель «Лады» от удара скончался, его пассажир и водитель «Форда» получили травмы. Еще одно видео из Нижнекамска. Водитель КАМАЗа проехал на красный свет светофора и сбил 13-летнего мальчика, который в это время шел по пешеходному переходу. Роковая случайность или очевидная закономерность – первый самый очевидный источник таких массовых аварий ГИБДД озвучивает как влияние погодных условий. Правда, именно такое влияние стало неожиданностью и для самих автоинспекторов. Настолько неожиданностью, что комментировать ситуацию они отказались и так и до конца и не определились с причиной массовой гибели людей на дорогах с начала года. В любом случае, статистика говорит сама за себя. 51 ДТП за первые 10 дней с начала года. 6 погибших, 76 пострадавших. С участием детей произошло 7 ДТП, в которых погиб 1 ребенок и 7 получили травмы. ДТП, связанные с выездом на встречную полосу, зарегистрировано 16 происшествий, в которых 2 человека погибли и 22 получили травмы. А вот сами водители были поразговорчивее. Одни сетовали на дорожников, которые вовремя не успели убрать снег, но большинство считают, виноваты сами водители, которые просто плюют на правила безопасности. Это не из-за погоды. Это просто люди так обучены вождению. Скоростной режим, пешеходные переходы. Что водитель, что также люди не соблюдают. Перебегают не там, где положено. Ну, сложно, надо спокойно есть и все. Спокойно. Особенно по этой дороге. И встречаются дураки, но их надо пропускать. Они обгонять, подрезать, чтобы что-то делать. Холода в Новый год привели к тому, что трассы покрылись наледью, создающую иллюзию сухой дороги. И во время маневров на высокой скорости зимняя резина уже не спасает. Однако на самом деле большинству просто не хватает мастерства и ловкости. Мы попытались воссоздать ситуацию, когда водитель оказался в экстренном положении на скользкой дороге. Мы поворачиваем, автомобиль не слушается, рефлекторно мы поворачиваем еще больше, автомобиль, видите, едет прямо.
он не хочет поворачиваться. То есть мы фактически улетаем с дороги. Что в этот момент делать? Самое сложное в этот момент – это сломать в себе рефлекс, вот это желание повернуть руль еще круче, а найти тот угол поворота руля, когда к автомобилю вернется управляемость. Вот мы поворачиваем, колеса потеряли сцепление с дорогой, немножко надо выпрямить руль. Вот, опять довернуть, опять выпрямить, опять довернуть, опять выпрямить. И все время искать вот эту грань сцепления колес с дорогой, и при этом еще важно держать газ. Что делает у нас рефлексы? Рефлексы заставляют довернуть руль и нажать на тормоз. Вот и весь секрет. Первое, что происходит в экстренных случаях, особенно на трассе, особенно на льду, это паника. Самая распространенная фраза в сводках ГИБДД: «Не справился с управлением», как правило, следствие потери контроля, а там достаточно и секунды. Многие сегодня уповают на технику, но и она не всегда спасает. А многие современные автомобили, оснащенные электронными системами, АБС и тому подобное, они, в принципе, вроде как должны позволить в этой ситуации нажать на тормоз и сохранить устойчивость и управляемость автомобиля. Но дело в том, что на очень скользких покрытиях это не работает. Сначала автомобиль распрямляется за счет того, что колеса перегружаются работой, и сначала он уезжает с дороги, а потом уже можно было бы его поймать, но дорога уже кончилась. Дорогая машина, она имеет систему стабилизации, систему АБС. Они совершенно по-другому ведут себя на сухой и на мокрой дороге. То есть там, где ты на сухой остановишься, на мокрой, на льду ты никак не остановишься. Даже если у тебя, какой бы у тебя опыт не был, у тебя есть опыт вождения, но нет опыта в чрезвычайных ситуациях, в экстренных ситуациях. И там ты уже простое нажатие на тормоз не поможет. Все боятся, почему-то самое главное ударить машину. Надо не бояться ударить машину, самое главное это в живых остаться. Большинство водителей просто не осознают, как идут, вернее, едут по тонкому льду, где грань между прогулки по дороге и выезда на нее же. Садясь за руль, говорят эксперты, люди не чувствуют особенную ответственность, а должны бы. Это то, что и случилось в новогодние праздники. Машин очень мало, именно сами праздники, да? То есть люди едут расслабленно. Соответственно, больше ДТП. Это как ни странно, но когда ты едешь, например, в большом потоке, на большой скорости, аварий намного меньше. Второе, это, наверное, работа дорожников. В течение 3 часов они должны приступать уже к уборке снега. Но к уборке снега не приступает, дорога сужается. На трассах люди едут, скажем так, как будто снега нет. На большой скорости едут и не учитывают дорожные условия. Плохая уборка снега, пьяные, неосторожные и безответственные. Нередки случаи отсутствия зимней резины. О чем думают такие автомобилисты – загадка. И это только часть причин крупных и мелких ДТП. О чем напоминают инспекторы и бывалые водители. Соблюдать правила, которые, как известно, написаны кровью. И помнить – дорога не прощает ошибок. Диляра Исупова, Булат Абдульманов, Андрей Ключников, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Я знаю, что это нужно для республики, чем я занимаюсь, для больных пациентов. Как проводники работаем из одного мира в другой, провожаем пациентов. Это, конечно, психологически трудно. Дело жизни Владимира Вавилова. Второй хоспис построен, но почему не могут оказывать помощь тем, кто в этом так нуждается? Рустам Минниханов 9 января посетил ряд строящихся объектов Казани. Раис Татарстана осмотрел стройплощадку нового здания Камаловского театра. Объект будет построен на берегу озера Кабан. Затем он ознакомился со строительством гостиничного комплекса у моста «Миллениум». Это 5 башен. Первые 2 планируется построить к октябрю. В завершение Рустам Минниханов посетил стройплощадку детского парка у набережной Казанки. Фарид Мухаммедшин призвал единороссов активизировать работу по реализации мероприятий в рамках Года семьи. Об этом шла речь на Всероссийском селекторном совещании с региональными отделениями партии «Единая Россия». Единороссы уже внесли свои предложения, и многие из них были учтены в итоговом документе. Своевременно сдавать документы в архив и не пытаться использовать достояние всей республики только в своих целях призвали на коллегии Государственного комитета Татарстана по архивному делу. Его провел премьер Алексей Песошин. Татарстан занимает 2-е место в ПФО по количеству хранимых документов и один из лидеров в России по количеству оцифрованных. Алексею Песошину показали, как восстанавливают исторические документы.
Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Олегом Матыцыным. Обсудили вопросы развития спортивной отрасли, а также подготовки и проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который пройдет в Казани в феврале-марте. Игры будущего продемонстрируют миру технологический и спортивный суверенитет России. Об этом заявил уже заместитель главы правительства России Дмитрий Чернышенко. Он провел заседание оргкомитета. Развитие и масштабирование фиджитал происходит в рамках международного сотрудничества на площадках СНГ, ШОС и БРИКС. Как заявил Рустам Минниханов, все службы и ведомства республики находятся в оперативной готовности к проведению турнира. Асгат Сафаров поздравил журналистов республики с профессиональным праздником Днем российской печати. В нашей республике этот праздник объединяет сотни талантливых и неординарных людей, усилиями которых развивается и совершенствуется татарстанская журналистика. Неизменная приверженность профессиональным традициям, заложенным еще ветеранами отрасли, и вместе с тем открытость новому, говорится в поздравлении. Предстоящими играми будущего Татарстан планирует начать летоисчисление нового мирового спортивного движения наподобие того, как в Древней Греции зародилась Олимпиада. Об этом заявили на итоговой коллегии Минспорта Республики. На встрече с участием федерального министра Олега Матыцына и председателя Госсовета Фарида Мухаммедшина подвели итоги года и обозначили планы на будущее. В режиме видеоконференц-связи со всеми районами провел субботнее совещание раис Татарстана Рустам Минниханов. В этом году Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ будет задействовано в реализации 5 национальных проектов и 3 госпрограмм, в рамках которых предстоит мониторинг строительства и ремонта 222 объектов. В завершении министр строительства доложил об аварийных ситуациях в прошедшие праздничные дни. Продолжаем программу «7 дней». Новый хоспис в скором времени откроется в Казани. Построен он благодаря усилиям Владимира Владимировича Вавилова, председателя фонда имени Анжелы Вавиловой. Второй хоспис назван в честь старшей дочери Натальи Вавиловой, ушедшей из жизни 2 года назад. И сюда уже просят принять людей, которым необходима паллиативная помощь в облегчении страданий. Меня всегда удивляла сила этого человека, Владимира Вавилова, для которого помощь другим людям, которым уже не в силах помочь ни медицина, ни родственники, стала делом жизни. Хоспис готов практически на 100%, готов принять 60 пациентов, но когда он будет открыт, точных сроков нет. Владимиру Вавилову приходится проходить бюрократические процедуры. Татьяна Тимошенко расскажет подробнее. Ну вот этот центральный офис, как офис будем говорить, холл, где будут гости приходить, пациенты приходить, на ресепшене будут их оформлять. Но здесь они еще не доделаны, здесь будет такое хорошее панно красивое, часы там все висеть. Там вот стена будет благотворительная у нас, заповеди хосписа. На стойке приема рождественская звезда, настроение в ожидании открытия. Уже сейчас к Наташе, а хоспис назван в память о старшей дочери Владимира Вавилова. Она была помощницей в строительстве и должна была стать здесь главным врачом, но ушла из жизни. Пишут заявление и выстраивается очередь. У нас уже пациенты, они прошли все этапы лечения. Все этапы лечения, не имеющие уже реабилитационного потенциала. И мы просто, как проводники, работаем. Из одного мира в другой провожаем пациентов. Это, конечно, психологически трудно, потому что к любому пациенту привыкаешь. Но зато они у нас не чувствуют боли в окружении родных и близких. Хоспис будет принимать только взрослых. За годы работы фонда имени Анжелы Вавиловой, младшей дочери, которую не спасли от лейкемии, оказалось, что такая паллиативная помощь очень востребована. Последние приготовления к приему пациентов, но сроки пока неизвестны. У нас бумажная волокита. Мы готовы, да хоть завтра уже пациентов начнем принимать. Давайте зайдемте и вы посмотрите, как палаты, как обустроены. Эти кадры мы снимали ровно 2 года назад. Тогда размах строительства хосписа удивил. 8 тысяч квадратных метров. Тогда Вавилов говорил, в мире такого нет, это будет лучший хоспис. Мечта проговаривалась и рассчитывалась задолго до закладки фундамента. Ну, видите, красота становится и в коридорах. А сколько вложили в строительство? Ну, около миллиарда. Какими силами? Силами хороших
людей с открытым сердцем, которые внесли очень-очень большие суммы. И Рустем Нургалиевич помог. В палатах ничто не напоминает, что это медицинское учреждение. Современное оборудование, электрокровати для большего комфорта пациентов, холодильник, телевизор. Все, чтобы стены не давили. Скорее, мини-отель. Готовы принять 60 пациентов и сотрудников. Из 100 ставок закрыты только 20. Нужны врачи, санитарки, медсестры, повара. Отбор персонала по каким принципам? Желание служить пациентам. Обычно говорим и рассказываем, с чем придется столкнуться, какие пациенты, как говорить с ними, все, ваше, не ваше. Некоторые сразу уходят, некоторые остаются, но уже до конца. Потому что эта работа, она втягивает. О том, сколько пациентов прошло через первый хоспис за годы работы, спрашивать не принято. Это и дети, и взрослые. И живут они зачастую, вопреки прогнозам врачей, и год, и два, в заботе мягких рук и с теплым словом. Хоспис «Наташа» готов принять и расселить и родственников, готовых быть рядом. В чем вы силу свою черпаете? В любви к родине. Я знаю, что это нужно для республики, чем я занимаюсь для больных пациентов. Когда-то я дал обет построить детский хоспис, а когда я понял, что и взрослые нуждаются, поэтому даже больше, чем дети. Здесь будет и свой зимний сад. Со старинным фортепиано осталось его настроить, и сад яблоневый за стеклами балконов. И неожиданно для хосписа спортивный зал. Тренажеры уже стоят. Одним из пациентов станет боец, комиссованный из-за тяжелейшего ранения. Кровь проливали за родину. Для них тоже все сделаю. Как от Херсона проехали до Работина, что ли, мы все 4. Видел, как кашки работают, как все два, как сушки над нами. Вавилов много ездит, делится своим опытом. Вот и на открытие второго хосписа ждет коллег и уже друзей из Крыма. Там он помогал со строительством. Владимир Вавилов, основатель благотворительного фонда, с горечью говорит и о мошенниках со взломом страниц в соцсетях, и о том, что сроки торжественного открытия пока не определены. Но то, что пациентов примут в течение месяца, совершенно точно. И стена благотворителей с таким же сердцем, как и у вдохновителей, двигателя проекта, конечно, появится, и, несомненно, список имен будет расти. Многие из них уже здесь. Но чтобы эти двери деятельного милосердия были открыты, Вавилов останавливаться не собирается. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней. Сегодня критиковать Советский Союз становится все менее модно, а главное непродуктивно. Меня лично это безусловно радует. Советский период, который я еще застал, при всех его недостатках имел массу преимуществ и положительных примеров, которые важно и нужно перенимать и сейчас. Достаточно вспомнить, как во времена СССР занимались кадрами, особенно для, как бы сейчас сказали, реального сектора экономики. Чтобы взобраться по карьерной лестнице на должность руководителя производства, начальника лаборатории, мало было закончить вуз. Нужно было пройти поэтапно, не пропуская ничего, все ступеньки этого роста. И эта возможность, так или иначе, была у каждого способного и упорного представителя рабочей профессии. Именно поэтому в советское время взрастило много талантливых руководителей, изобретателей, ученых, которые родили за любимое дело, и плодами их трудовой деятельности мы пользуемся до сих пор. Совсем недавно от нас ушел Ильшат Газимович Ганиев, человек, создавший совхоз «Майский» таким, каким мы его знаем сейчас. А ведь мало кому известно, что в тепличное хозяйство он пришел после армии в начале 70-х годов молодым деревенским парнем. И почти за полвека убыточное производство овощей и фруктов в Татарстане превратилось в цветущий сад на уровне мировых стандартов.
Начало 70-х годов прошлого века в СССР – это время бурного развития совхозов и колхозов. Сельское хозяйство уверенной поступью поднимается на второе место после промышленности в пьедестале производства валового национального продукта. Именно тогда стало меняться и само отношение города к деревне. Городам стали нужны все новые виды овощей вне зависимости от сезона, которые могли вырастить аграрии. Так, в Зеленодольском районе начинается строительство первого тепличного комплекса по выращиванию растений в закрытой среде. Ильшат Газимович пришел в наше хозяйство после армии. До сих пор помню. Красивый, статный, в армейской форме. Мы оба начинали работать с низов. Я как инженер, он как агроном. Оба заканчивали сельскохозяйственный институт. Вначале он работал в лаборатории, потом стал начальником цеха, потом главным агрономом. Он сразу влился в коллектив. Молодой, амбициозный, решительный, настойчивый. Он был не просто мечтателем, он был двигателем прогресса. Зачастую его идеи казались фантастическими, но он всегда мог доказать свою правоту. Агроном дословно означает «знающий законы земледелия», одна из самых востребованных и уважаемых профессий на земле. Земледелец – это и ученый, и труженик в одном лице. Он одновременно решает огромное количество задач от посева до сбора урожая. В СССР, помнится, говорили «молодым у нас дорога», но эту дорогу он прокладывал своим трудом, талантом и знаниями. Знаниями главных законов земледелия. Так в Татарстане появилась своя школа – школа Ильшата Ганиева. Выращиваем мы свои растения в рассадных отделениях на минераловатных кубиках. То есть вот в этот кубик мы сеем семечко. Я устроилась на работу, когда уже Ильшат Газимович был директором. Я с ним проработала 31 год. И я считаю, что все, что я знаю на данный момент, это благодаря Ильшату Газимовичу. Нас ежегодно, ежемесячно отправлял на всякие семинары, выставки. То есть он постоянно хотел, чтобы вы учились, чтобы мы учились, да. Круглогодичный севооборот, круглый год солнца, круглый год сбора урожая, круглый год прибыль. Тогда так работали только финны. А чем мы-то хуже? Ведь солнце можно создать самим. Так впервые в России появилось первое тепличное хозяйство с ламповым освещением. Все было бы хорошо, только вот удовольствие, так скажем, не из дешевых. Ильшат Ганиев для энергообъемного предприятия начинает строить свои источники тепловой энергии. Сегодня это практически полностью автономное хозяйство, которое практически не зависит от естественных монополий. Мы обеспечиваем себя полностью 100% это теплом. И вся досветка, которую светим мы, огурцы, томаты, 100% тоже наше электричество. Разница с тем, что закупаем из внешних сетей, больше рубля составляет. Поэтому это очень большая выгода для нашего предприятия. Это большой вклад, что дает конкурентоспособность работать на рынке. Можно сорвать и есть продукция свежайшая, никаких даже молекул ядохимикатов нет. У нас вообще никаких обработок не делается. Такое вот государство в государстве, из бурьяна в цветущий сад. Конечно, нравилось не всем. Но он никогда не преследовал цели кому-то быть угодным или удобным. Он своими силами создавал свой оазис экономического и социального благополучия. Даже после смены экономической формации в стране Ганиев у себя на предприятии смог сохранить некоторые, скажем так, важные части модели советского государства, главное из которых – это социальная ответственность руководства перед своим коллективом. У нас ведь еще и жилье бесплатное. Мы строим жилье, значит, в аренду отдаем, пока работает жилье за работником, выходит на пенсию тоже за работником, как в советское время. Мы своим пенсионерам еженедельно даем и огурцы, и помидоры, и салат. Бесплатно. Мен келейді мүшке 16 минут, 20 минут седьмого. Ильшат Газимович келейді без 5-6. Без 10-6. Мен нешік мәйтем үлгірмем екен деп айтатырған едім. Ол бүтін жерге үлгірді. Он
всегда говорил, то есть надо быть честным с собой и честным перед другими людьми. Если ты чем-то занимаешься, то ты должен делать это сам. Первое. Второе, ты не должен это делать на время. То есть ты должен, если ты занимаешься, делать досконально, фундаментально, и как будто ты это делаешь на всю жизнь. Искиткиш матур кшиде. Благородный и очень душевный человек, он был простым, во всем основательным и очень внимательным ко всем. Каждая встреча с ним словно школа жизни. У него каждое слово было выверено, каждая мысль глубока. Он был примером для подражания. Самое важное, что у нас есть, это действительно люди. Это понимание приходит именно тогда, когда эти люди уходят. Вместе с ними уходит целая эпоха. Эпоха великих свершений и неутраченных побед. Надежды, веры в лучшее будущее, в будущее, которое они создали своими руками. Эльзира Юзаева, 7 дней. Надо быть патриотами и своего дела, и своей республики, и страны. Таким патриотом, безусловно, был Ильшат Ганиев. Тогда нам никакие санкции не страшны. Россия в мировой изоляции превратилась в страну-изгоя. Отдельные западные пропагандистские СМИ до сих пор, хотя сейчас уже в меньшей степени, пестрят такими хлесткими заголовками. И, похоже, так Запад сам себя пытается успокоить. Но результаты говорят об обратном. В экономике они совершенно точно своими неумными ограничениями и санкциями прострелили себе не просто ноги, а все другие части такого экономического тела, как Европейский Союз. Самоизоляция Европы в сфере культуры, опять же, удар по их интересам и остаткам репутации. Единственное, где, можно сказать, санкции однозначно больно ударили по России, так это в спорте. Но и тут есть обратная сторона медали. Вы представьте, какая может быть ценность золотой медали на мировых чемпионатах и Олимпийских играх, допустим, по художественной гимнастике или синхронному плаванию, без участия российских спортсменок. Или чего стоит золотая медаль в мировом лыжном спорте, если в соревнованиях не бежал трехкратный олимпийский чемпион, на сегодня абсолютно точно лучший лыжник мира Александр Большунов. Или наша новая яркая звезда среди лыжниц, тоже олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Кстати, этих спортсменов и спортсменок на этой неделе можно было увидеть в Казани, в поселке Мирный, на современнейшем лыжно-биатлонном комплексе, где только что завершился 5-й этап Кубка России по лыжным гонкам. Приехала в Казань и легенда российского спорта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Подробности прямо сейчас. Сегодня в Казани очень холодно, но так и хочется воскликнуть. Мороз и солнце, день не только чудесный, но и спортивный, праздничный, лыжный. Здесь, на новом лыжно-биатлонном комплексе в Мирном, это не только увлекательно, интересно, но и очень зрелищно. И есть за кого переживать. Хотя и гонка очень скоротечна. Здесь пролетают мимо меня только что лыжники, наверняка в том числе из Татарстана. А на дистанции, кроме того, и олимпийские чемпионы Александр Большунов, Денис Спецов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин и многие другие. Более 200 лыжников и лыжниц из 40 регионов России, из них точно 4 олимпийских чемпионов на дистанции. Еще минимум столько же, кто на позиции ведущего комментатора или среди тренеров и болельщиков. Скажите, а какие еще спортивные состязания сегодня в России могут похвастаться таким звездным составом? Где чемпионы и призеры мировых первенств не только на лыжной трассе, но и на трибуне? Бронзовый призер Олимпийских игр. В ходьбе 50 километров. Нашему десанту олимпийскому, который здесь присутствует, почетным гостям, нам все очень нравится, конечно. Но спортсменам, я думаю, что тоже нравится все, потому что очень теплый прием. Организаторы переживали, что из-за слишком морозной погоды придется либо перенести, либо еще хуже отложить старты, однако на радость болельщикам этого не произошло. Количество же зрителей, которые приехали в Казань, в поселок Мирный, причем из разных регионов России, из Пензы. С удовольствием сюда приехали, посмотреть, поболеть, поддержать Татьяну Сорину и Веронику Степанову. Оренбурга. Приехал поболеть за своих земляков. Марийской республики.
Очень все здорово организовали. Все проводится замечательно. Москвы. Переживаю за дочь. Болею, да. Конечно, из Казани. Надо просто привлекать людей, как-то секции какие-то создавать. И вот такие стадионы делать, и будет вообще все шикарно. А лыжами очень много занимаются. Превзошли все ожидания. Такое большое число зрителей приятно удивило спортсменов и тренеров. Организаторы реально постарались, и сами спортсмены приезжают и говорят: ух ты, где-то за 3-4 дня до старта они говорят: тут же какая-то движуха, как на Кубке мира, видимо, будет. И сейчас они это ощущают, реально здесь много зрителей, все организовано, проходы, питание. Зрительский ажиотаж реально порадовал, но не удивил самих организаторов. Кто-то сомневался, а я не сомневался. Я знал, что приедут. Очень сильно захватывающие. Очень сильно захватывающие. Сколько дней я здесь нахожусь на трассе, и голос чуть-чуть подсел уже. А без этого никак, потому что на последнем повороте, на последнем подъеме надо обязательно подтянуть. Она 5-й идет. 75-й. Да? Сколько секунд проиграли? Проигрывает 3-му месту. Не зря говорят, дома и стены помогают. В комплексе в Мирном татарстанским лыжникам и лыжницам помогали все, и тренеры, и зрители, но только не судьи. Впрочем, нашим ребятам и девушкам этого давно не нужно. Команда Татарстана явный лидер Кубка России в командном зачете. Практически в каждой гонке в первой тридцатке, а именно она дает очки в общий зачет до 10 спортсменов из нашей республики. В этот раз дома в Казани всем хотелось увидеть наших парней и девушек в призовой тройке. В первый день соревнований не получилось. У женщин на дистанции 10 километров ожидаемо победила олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Наши Анастасия Доценко и Лидия Горбунова вошли в десятку. У мужчин на 15 километров не было равных трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большинову. Татарстанец Иван Горбунов занял 4-е место. Зато в субботу невероятный успех. В драматичном финале спринта у женщин уже на финише падает Анастасия Кириллова, а татарстанская лыжница Ольга Сергеева не просто устояла, а ворвалась на 2-е место. Я боролась до конца, и просто тут мне повезло немножечко. Везет сильнейшим, как говорят. У мужчин такая же бескомпромиссная борьба на финише, разве что справиться с Александром Большуновым сейчас вряд ли кому по силам даже в мировых лыжах. Зато наши ребята практически одновременно пришли на финиш вслед за ним. Сергей Ардашев 2-й, Иван Горбунов 3-й. 2-е место. Это победа после Большунова. Ты уже очень сильно закисывался на финишной прямой, и тут столько народу кричит. Это просто мотивирует тебя. Помогают родные стены, как говорится, штока наших болельщиков. Плюс все наше руководство было рядом. Они болели на трассе, кричали, их везде было слышно, поэтому не хотелось подвести. Спасибо большое, ребята! А мы взяли сегодня 3 медали, которые очень нужны были. Мы к этому очень сильно шли. Вы знаете, наверное, и лыжники сами, и тренера. Я сейчас их понимаю, их состояние. Это долгожданное, понимаете, когда ты заберешь медали, которые, это бронза, это равноценно, как золото Большунова, знаете, мы его так оцениваем. В этом сезоне это самое большое количество болельщиков, которые были на этапах Кубка России. Это очень здорово, потому что все-таки Казань, она удобно и долететь сюда, и также есть где остановиться, поэтому хотелось бы, чтобы каждый регион брал пример, допустим, с Республики Татарстан, с Архангельской области, которые пытаются, не то что пытаются, а делают, открывают новые лыжные места, и это очень здорово. И дай бог, чтобы эта тенденция, она и дальше развивалась, и в новых регионах появлялись новые лыжные центры. Вообще Татарстан очень стремительно наращивает именно такую материально-техническую базу, то, что касается лыжных гонок. У нас в стране никто так не развивается, как Татарстан. И мирный, я не знаю, самые высокие оценки, какие могут быть. Мы говорим о том, что Россия сама задает стандарты. И как раз стандарт лыжно-биатлонного комплекса в Мирном, он является таким максимально высоким. Это не только мое мнение, это мнение прежде всего спортсменов, тренеров, специалистов.
Эстафета поколений. А такой вы где-нибудь видели? В одной команде, которая формируется случайным образом по жребию, и олимпийские чемпионы, члены сборной России, и любители, юниоры. Эмоции непередаваемые. Тот случай, когда положение команд меняется на глазах, и любой отрыв можно отыграть. Мужчины-ветераны убегают от женщин-любительниц лыжных гонок. А так мужичок убежал, а мы за мужиком уже ничего не умеем сделать. Тем не менее, борьба, вот этот... Ну, как бы такая атмосфера была вообще классная. А победу приносят юниоры. Очень интересно своими наставниками прокатиться, как бы почувствовать эту атмосферу. Я первый раз так бегу с такими спортсменами. Это очень мотивирует. Выигрывают в конечном итоге все. Для детей, для развития. И то, что вы делаете, правильно, абсолютно молодцы. Я думаю, что скоро мы здесь увидим не только наших спортсменов, но и какие-нибудь международные соревнования, потому что это достойное место. Это интересно для юношеского поколения, потому что повариться в такой атмосфере, поучаствовать с именитыми спортсменами, я думаю, им это запомнится и придаст импульс на дальнейший рост. Такие моменты, они настолько дают стимул молодым пацанам, будем говорить, ребятам, которые сегодня уже, значит, как бы здороваются рядом с олимпийским чемпионом, рядом, значит, чемпионом мира и так далее. Я думаю, что это большой стимул. И нам удается в таком стиле, значит, вести работу и в спортивных школах. Казань, мы всегда говорим, что это спортивная столица, но вот как раз культура боления, она формирует, казанская культура боления, мы это видели на универсиаде, на чемпионате мира по водным видам спорта, и чемпионате мира по футболу, и когда проводился WorldSkills и много других, она очень гостеприимна, она не только поддерживает болельщики своих, но поддерживает в целом чистый, честный спорт. Вот это то, что сегодня является, наверное, лицом нашего российского спорта. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Булат Абдульманов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмысы, в студии Динар Бадрудинов. На следующей неделе синоптики обещают долгожданное потепление. Татарстан окажется в зоне влияния атмосферного фронта северо-западного циклона со снегом, метелями и порывистым ветром. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана неделя начнется с минус 10 градусов днем и минус 19 ночью. Дальше ожидается повышение температуры. Во вторник сразу минус 4, в середине недели минус 7, затем снова минус 5-6 градусов. Ночные температуры также неустойчивые. Во вторник 9, затем 3, после от 6 до 9, к концу недели до 13 градусов мороза. Снег и порывистый ветер повсеместно все 7 дней. На юго-востоке погода почти такая же. В понедельник все еще морозно, днем минус 13, ночью минус 22 градуса. Оставшуюся неделю от 4 до 8 градусов днем и от 5 до 11 мороза ночью. Самый теплый день – среда. И днем, и ночью минус 4-5 градусов. Снег, метель и ветер во всех районах. В центре республики все 7 дней будет пасмурно и снежно. В понедельник еще морозно. Днем минус 10, ночью минус 20. Затем повышение температуры сразу до минус 3 градусов. Теплее всего в среду. В течение суток 3-4 градуса ниже нуля. В конце недели, по предварительным данным, минус 5-6 градусов днем и от 6 до 13 градусов мороза ночью. На юго-западе Татарстана температура также будет неустойчивой. В понедельник днем минус 8 градусов, ночью минус 20. Дальше скачок до минус 2 градусов днем и минус 7 ночью. Средняя температура будет составлять 5-6 градусов мороза. Погода будет неустойчивой, снег и ветер прогнозируют всю неделю. Пасмурно будет и на северо-западе республики, и в столице Татарстана. Температура меняется. В понедельник 9 градусов ниже нуля днем и минус 19 ночью. Дальше повышение до минус 2-3 градусов. В среду и ночью ожидается такая же температура. В конце следующей недели 4-5 градусов мороза днем и около 8 ночью. Обещают обильные осадки и порывистый ветер. Это все о погоде на предстоящие 7 дней. Берегите себя, хорошего вам настроения, всего доброго. Атналарыңыз уңышлы болсын.